уважаемая, любимая Валентина Васильевна, сегодня такой прекрасный день, день рождения любимого и почитаемого всеми человека Алексея Васильевича Моисеенко. И он попал между полтора дня назад день рождения меня как епископа, 22 года на Николин день, и послезавтра 35 лет, как я стал диаконом, приехавший в Республику Коми. Поэтому у меня иконочка Рождества, которую я вручу Валентине Васильевне, перед младенцем стоят два ангела по бокам. Архангел Гавриил известно как с цветочком, а вот Архангел Михаил непривычно, не с огненным мечом, чтобы не испугать богомладенца, а стоит с некой такой птичкой загадочной. Вот отгадаете сами, что это за птица в руках. Дорогие друзья, вот когда я стал епископом 22 года назад, и о Моисеенко только слышал понаслышке где-то, в театре оперы, балета, так и издали. И вдруг он приходит ко мне в кабинет в Сыктывкарскую епархию и начинает петь. Я закрываю уши, потому что это самый сильный такой оперный голос в республике. И, конечно, был потрясен, что он еще говорит: можно к вам еще прийти? Хорошо, приходите еще. Он пришел, значит, мне еще раз спел, но уже на свои слова гимн России, предложенный вариант, когда, помните, все предлагали, как поэты, свои стихи. Но мало этого, он, приезжаю в Ульянов монастырь, я к братья, и Моисеенко там тоже. Я говорю, что такое? А он здесь живет неделю, по-моему, или несколько недель. Я говорю, а что такое? А вот ему захотелось пожить при монастыре без удобств, имейте в виду. И, значит, он там тоже мне пел на встрече, за трапезой. Я так удивился, но более того, он пришел в кафедральный собор и с нашим хором разучил молитву: да исправится молитва моя, я как одела пред тобою. Он всех поразил, наших церковников, там, в кафедральном соборе. Но мало этого. Значит, прихожу я в театр оперы, балета на очередной какой-то юбилей свой, и, значит, сюрприз. Я уже стал писать стихи, и кто в этом стихотворчестве меня поддержал, как вы думаете? У меня было одно произведение, и я слышу слова владыки Петерима: слезы, дар Божий, помни хороший. И с гитарой выходит композитор-исполнитель Алексей Васильевич Моисеенко на сцену и исполняет в романсовом таком типе эти слова, которые его, значит, зацепили. Я не думал, что так он меня поддержит, когда, как начинающего поэта и сам будучи поэтом. Потом я объявил, значит, что каждый год на Новый год я с 12 до часу служу в кафедральном соборе, а вы все, значит, отмечаете дома. Но я до часу ночи, а в час ночи включаю, значит, телевидение записанное и поздравление Путина. И потом, значит, все ко мне в Белый зал могут прийти и поздравлять меня, а я их. И вы думаете, кто приходит, узнавший? Приходит Алексей вместе с Валентиной и с сыном своим. И, значит, мы начинаем с ним видеть, что мы единомышленники по монархическому порядку благоустройства страны, воззрению на социальный, политический и многие другой аспект жизни. Я думаю, ну надо же, какой человек. Так если бы эти мысли, которые были в Алексее все вместе взятые, да вот, например, на 60% нашей элиты, так это мы были давно уже социально защищенные, все без исключения, и счастливо бы жили, да? Но вот, к сожалению, не все такие, как Алексей. И таких моментов было, конечно, немало. Я понимаю, что сейчас уже довольно-таки много здесь побыли, и уже Татьяна, Тамара говорила, все говорили, и я. Я
не буду так долго говорить, потому что это действительно любимый мною, уважаемый мною человек, благословенный мною человек. И когда сейчас я только воззрю на небо и думаю, что этот человек благословлен, и еще раз благословлен Господом, и то, что супруга его именно отражает это желание, я думаю, Алексея, то, что мы с ней вместе закладывали камень на звонницу, а на звонницу тогда вообще фантастически ничего не было вообще в кармане ни у кого у нас. И я думаю, Валентина Ильюшевна, а колокольня-то построилась у нас уже целый этаж. И колокола будут звонить в память тех, кто эту колокольню строил, да, живых, умерших. Она говорит, а давай это сделаем память с Алексеем. Будут колокола звонить в том числе и в его вечную память. Я говорю, ну давайте тогда я приду.